Почему люди в Сыктывкаре меньше всего строят дома из профилированного бруса? Объясняю. Вот эти два дома. Первый дом, как вы видите, без отделки, а второй дом уже утеплен и сделана отделка. Я только что разговаривал с собственником жилья. Они сказали, что лучше бы построили дом из обычного бруса и также утеплили и отделали. Просто происходит двойная работа, переплата за профилированный брус. Тем более мы посмотрели стены, они трескаются. Стены трескаются, замковые элементы сифонят, дом приходится перетапливать. И надо понимать, что в доме избыточная влажность, а снаружи воздух сухой. Снаружи могут быть температуры минус 35, а в доме плюс 20. То есть полсотни градусов проходит через 15 сантиметров толщины стены. Естественно, стена трескается. Приходится делать замазки, замазывать. Дом с каждым годом становится все холоднее. То есть жильцы вот этого еще не утепленного дома, не обшитого, это сделают в ближайшие годы. Ну, точнее, наметили это на это лето. Кроме того, есть проблема еще по крыше. Там проблема с кровлей, она течет. Кто знает, почему кровли текут, пишите в комментариях. При строительстве дома из профилированного бруса очень важно, чтобы он был сухим, камерной сушки, хорошие замковые элементы, понимаете? И золотые руки, потому что именно они это все делают, монтируют, то есть строят дом. Дорогие друзья, вывод, причем с самих собственников данного дома из профилированного бруса. Лучше бы они построили дом из обычного бруса, утеплили его 10 сантиметрами утеплителя и обшили сайдингом. И получится недорого, практично и навсегда. Прислушиваться вам к этому совету или нет, решать вам. Вот хочу вам показать второй пример. Сейчас я нахожусь на Рублике, здесь есть магазин, вот, Комидар. Он построен из профилированного бруса, но обратите внимание, как он красивый, да? Строение из профилированного бруса строят для того, чтобы их в дальнейшем не обшивать. Но почему данный магазин обшит имитацией бруса? Вот посмотрите внимательно. Он обшит имитацией бруса. То есть магазин из профилированного бруса обшит имитацией бруса. Зачем и почему? Давайте зайдемте внутрь и посмотрим. Даже самому интересно. Здравствуйте, девочка. Я сниму, с вашего позволения, брус. Я стройкой занимаюсь. Можно? Вот смотрите, что с брусом произошло. Все угловые соединения разошлись. Вот, наверное, поэтому магазины прохладные, да, и вы его обшили. Сейчас, секундочку. Снаружи увидел вот такие щели дикие. Вас не снимаю. Хорошо. Вот именно по этой причине и по наружной части данный магазин и обшили. Вот посмотрите, какие большие щели. Да, появились в магазине из профилированного бруса. То же самое происходит и в домах, и в банях. Видите? То есть решение принимать вам, строить дома из профилированного бруса или нет, принимайте решение сами. Вот даже вот внешняя стена, видите, палец можно засунуть. Они весьма прохладные.